Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, Аллах дал нам иман, дал нам ислам, дал нам Коран, отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, оживил нас после того, как омертвил, дал нам здоровье, благополучие, жизненных сил собраться в доме Аллаха. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Сколько бы мы благ Аллаха не считали, их невозможно сосчитать. Сегодня пятница, лучший день из тех дней, когда поднимается солнце. В этот день создан был наш отец Адам, алейхиссалям. В этот день был введен в рай, и в этот день был выведен из рая. И судный день тоже начнется в пятницу, иншаллах. Вспомним несколько аятов из суры Кахф, ибо Расулуллах завещал нам ее читать по пятницам. Аллах говорит в 54-м аяте этой суры: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن لذلك من الشاهدين. Аллах говорит: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. В этом Коране мы привели для людей в разной форме много-много примеров, чтобы они размышляли, анализировали, думали. Аллах здесь приводит притчи, точнее не притчи, а истории. Истории прежних пророков, алейхим ассалям, истории праведников, истории грешников, история Адама, алейхиссалям, история Иблиса, алейхи ланатуллах, и много-много таких притч, историй, чтобы люди задумывались, сделали для себя выводы, следовали за дорогой, указанной праведниками, и остерегались дороги неблагодарных. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Но несмотря на все на это, человек больше всех, больше кого бы то ни было, даже сказать, если правильнее, أَكْثَرَ شَيْءٍ, больше кого бы то ни было, любит спорить, с чем-то не соглашается, что-то оспаривает, чем-то недоволен и так далее. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. И ничто не помешало людям верить после того, как к ним пришло верное руководство, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, и каяться перед их Господом, إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, кроме того, что подействовало на них то, что было с прежними. «Ау я'тияхумул азабу кубуля», или то, что пришло к ним наказание спереди. Людям Аллах дает пророков, дает книги, дает условия, возможности, но часто люди упорствуют в своих грехах, в своем неверии и так далее. И Аллах терпит, а потом посылает наказание, так как это было и с прежними народами. Поэтому не надо дожидаться наказаний Всевышнего, надо стараться извлекать из имеющейся обстановки для себя уроки и приходить к вере, просить прощения у Аллаха. Ни в коем случае не надо считать себя чистеньким, безгрешным или совершенным.
Все мы люди, все мы ошибаемся. И лучшие из ошибающихся — это кающиеся. И Аллах любит принимать покаяние. Джалля джалялу. «Вама нурсилюль мурсалина илля мубашширина умдирин». Каких бы посланников мы ни отправляли, они обязательно радовали и предостерегали. Радовали счастьем в этом мире, радовали раем в будущем мире и предостерегали от проблем в этом мире, предостерегали от адского наказания в будущем мире. «Ваюджадилю лядина кафару биль батиль». А безбожники, неблагодарные, они спорят, опираясь на ложь, лиюдхиду бихиль хак, чтобы свести истину на нет. Но, конечно же, это им не удается. Никогда истина не может быть под ложью. Аль-хаку я'алу ва ла ю'ля алей. Истина навсегда восторжествует. Хоть и, может быть, не тогда, когда мы ожидаем, но истина, она восторжествует всегда. «Ваттахазу аяти ва ма унзиру хузуа». И они наши аяты, наши знамения, и то, чем они были предупреждены, берут в предмет насмешек. Издеваются, смеются, надсмехаются, всякие клише придумывают в адрес верующих праведных. Вот такая традиция, такая история. Она продолжается, может быть, в разных формах, но суть одна. Идет борьба между истиной и ложью. Такие напоминания суры Кахф. Что мы из этого извлекли для себя, что поняли? Давайте послушаем вас теперь. Кто что извлек? Что понял? Какие для нас важные здесь послания дает Аллах Тааля? Можно на родном языке говорить, если что, переведем, иншаллах. Давайте, Гитлер, говорите. Гапирмак — это файдалы. Разговаривать, делиться знаниями, делиться опытом — это очень полезно. Пожалуйста, бисмилля, говори, дорогой. Я понял. Сакалы стесняются. Я извлек из этого то, что мы должны книгу Аллаха, слова Аллаха применять в нашей жизни. То есть мы должны их читать, понимать, обсуждать. И из этого мы как получим выгоду? То, что, например, когда сахабы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали то, что увидев дерево, как другие люди кладут туда оружие, чтобы на войне приносило им это победу, или же завязывают ниточки всякие разные. И сахабы, которые новообращенные в религию, они сказали то, что посланник Аллаха, сделай нам такое же дерево. А в этот момент пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, напомнил им то, что они говорят те же самые вещи, которые следователи пророка Мусы говорили ему после того, как Аллах спас их от фараона. Да. И мы из этого должны сделать выводы, читать истории и сопоставить с нашим нынешним временем, и от этого нужно отталкиваться в правильную сторону. Баракаллаху фик, да, действительно. Вот Аллах говорит здесь, что Он приводит нам истории, эти притчи, не для забавы, не для развлечения, а чтобы мы, отталкиваясь на них, не повторяли ошибки прежних. Правильно?
как вот иудеи начали поклоняться золотому тельцу, чтобы мы тоже не возвращались к языческим таким традициям. Да, действительно. У меня тоже недавно один такой случай был. Вот люди же приходят с всякими вопросами и так далее. Дам салмак, как говорится в народе, да? Дам салмак, говорит, пришли. Коран послушать и баракят от Корана получить и так далее. И вот один человек тоже так пришел и рядом поставил какой-то такой сверток, кожаный такой. Я спрашиваю, это что? Это, говорит, хлеб. Мне бабушка дала. И я говорю, можно посмотреть? Смотрите, говорит, я открыл. И действительно, там такой салофановый пакетик и крошки хлеба. У нас, говорит, такая традиция, если кто-то куда-то уезжает далеко, предки, старики кладут хлеб и ему дают, чтобы он помнил о своей родине там, и так далее. И вот, говорит, мне это хлеб помогает, говорит, вы на нем Коран почитайте, чтобы еще больше помощь была. Я говорю, так неправильно. Хлеб, если бы он сам себе, если бы он вам помогал, его бы здесь в обертке не надо было держать. Он бы сам себя держал. Зачем бы его так хорошенько запечатали, кожаный какой-то этот кармашек положили? Она говорит, да, действительно. А кто нам помогает тогда, говорю, если не хлеб? Хозяин хлеба, Аллаху Тааля нам помогает только. Но вы хорошо, что помните родину, помните предков, уважаете стариков, это хорошее уважение к старшим, это хорошо, но верим мы только в Аллаха. В хлеб мы не верим. Как в хлеб не верим? Мы не считаем, что хлеб наш помощник. Хлеб — это тоже творение Аллаха Джалля Джалялю. Правильно? Вот, и другие, наоборот, приходят, говорят, нам напишите какие-нибудь такие особые слова, мы будем с собой носить, и кожаный переплет сделаем, будет нас защищать. Я говорю, давайте напишем. Да, иди, садись, открывай свое сердце, туда напишем, чтобы не потерялось никогда. Они говорят, как это в сердце написать можно, что ли? Говорю, да, суру Фатиху напишем вам, выучите, носите в своем сердце, никогда оно не потеряется. А это кожаный переплет, он может потеряться, сгореть, утонуть, что угодно. А если будет здесь, никто не отнимет, не утонет, не сгорит и так далее. Разве не так? Да, так, говорит, давай. Суру Фатиха будем учить. Вот. Поэтому действительно мы ошибаемся часто. Пусть Аллах нас простит, астафируллах. Даже сами не задумываясь об этом. Еще пару хадисов пророка, алейхиссалям, послушаем. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من شعاب يعبد الله يدع الناس من شره متفق عليه. Имам Аль-Бухари и Муслим передали хадис от сподвижника по имени Абу Саид Аль-Худри, радхаллаху, пусть Аллах будет доволен им. В этом хадисе сообщается о том, что некий человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, кто из людей самый лучший?» «Каль», ответил Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, «Му'минун юджахиду бинафсихи ва малихи фи сабилиллах». Это верующий человек, который усердствует всеми возможностями, своим телом, душой и своим имуществом на пути Аллаха. И этот спрашивающий как-то посчитал этот ответ недостаточным, видимо, и говорит: «Суммаман», а еще кто?
قال مؤمن في شعب من الشعاب. Это верующий человек, который в одном из ущелий находится. Ябудуллах, поклоняется Аллаху. Ваядун наса, оставляя людей, мин шаррихи, от зла, которое исходит от него самого, шаррихи, от него. Чтобы не навредить людям, он уходит в сторону и молится, поклоняется Всевышнему Джалля Джаляля. Вот поэтому, наверное, сахабы не зря спрашивали такие вопросы, кто лучший из людей, они хотели быть лучшими из лучших. И здесь вот у нас есть критерий. Первый критерий – это служить на пути Аллаха тем, что ты имеешь. У кого-то есть знания, у кого-то есть имущество, у кого-то есть жизненный опыт, у кого-то есть физическая сила. Вот все это на пути Аллаха, кто использует, тот самый лучший. А кто использует лично для себя и лично для своих родственников, то он, значит, не лучший получается. Может даже худший, наузбилля. Потому что Аллах говорит в другом аяте: «Афараайта ман иттахаза иляхаху хавах». Видишь ли, ты знаешь ли таких людей, которые избрали своим божеством собственное «я». Только себе служит. Только мне, только мне, только мне. С одной стороны. И с другой стороны, чтобы мы хотим быть, если мы хотим быть самыми лучшими, нужно избегать нашего собственного вреда. Если мы кому-то вредим, лучше уйти в сторону и ни с кем не общаться, и сидеть только зикр ибадат делать. Но если от тебя вреда нету, польза только есть, то надо быть среди людей, потому что люди, они нуждаются в друг друге. Все мы нуждаемся друг в друге, и чтобы кому-то насихат сделать, доброе слово сказать, хорошему научить, от плохого отстранить. Если ты это делаешь, хорошо. Если не делаешь, лучше в сторонке посиди и занимайся своими делами, не поддаваясь различным смутам. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Аллахума дж'альна миналладина ястами'уна аль-кавля фаяттаби'уна ахсана. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. اللهم حرر مسجد الأقصى. اللهم استخدمنا فيما تحب وترضى ولا تبدلنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.